Добрый день, друзья! Хайырлы күн! Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Вместе на башкирском». Изучение языка может быть легким и непринужденным. Присоединяйтесь, и совсем скоро вы сможете общаться на башкирском языке. Добро пожаловать! Рахимитегет! Как при изучении любого языка, процесс начинается со специфических звуков. Это те звуки, которые характерны только для башкирского языка, но каковых нет в русском языке. Давайте познакомимся с ними. Назгуль, научи меня произносить звуки, похожие на шурупы. А ты знаешь, городом 3 шурупов Уфу называют как раз из-за написания этих букв. Они похожи на вкрученные 3 шурупа. Уфимский поэт Дмитрий Масленников написал стих «Извечный город 3 шурупов, закрученный в 3 областях». Давай повторим. Уфы. Уфы. Этот звук также встречается в словах тын, Тын, күн, күн, күлкі, күлкі, түлкі. түлкі. Афарина Заля. Әйдә фотоға төшерәм. Эйда, в этом слове есть звук, как и в моем любимом слове «эсэй». Тап шулай, Афарина Заля. Әйдә, әйлән, төшерәм. Уф, волосы мешаются. Үрәйек хуң. Что? Ураек? Уряик. Уряик заплетем. Звук У надо произносить немного уже. Давай попробуем. Уряик. Урейк. Буре. Бүре. Курем. Кюрем. Курем. Кюрем. Я заметила, что в башкирском языке есть слова, схожие по произношению, но одни произносятся твердо и широко, а другие узко и нежно. Например, ураик, урейк. Да, в башкирском языке очень много таких слов. Например, тура, туря, бала, беля, кул, куль. В одном слове могут употребляться либо только широкие гласные, либо только узкие. Широкие это а, о, у, а узкие у, и. Мы с вами познакомились со всеми 3 специфическими гласными башкирского языка. Давайте повторим их. Эсей, мама. Эйлен, вертись, крутись. Эт, скажи. Өфы, Уфа. Күн, день. Тын, ночь. Буре, волк. Курям, вижу. Урям, заплетаю. Также мы познакомились с законом гармонии гласных. Надо сказать, что башкирский язык отличается своей гармоничностью, мелодичностью. Этим качествам способствует один из главных фонетических законов башкирского языка – закон сингармонизма. Согласно этому закону, в пределах одного слова могут употребляться только гласные одного ряда. Посмотрим, какие звуки являются гласными переднего ряда, а какие заднего. Гласные заднего ряда широкие – это а, о, у, и. Гласные переднего ряда узкие. У, е. Гласный звук и больше тяготеет к переднему ряду. Однако есть слова, где он считается широким звуком и употребляется наряду с такими словами: китаб – книга, илак – плакса. Итак, если в первом слоге встречается широкая гласная, то все последующие гласные в этом слове будут широкими. Например, урмандагылар. Эта вещь, наверное, принадлежит тем, кто находится в лесу. Кроме этих гласных, в башкирском языке есть еще и 6 специфических согласных звуков. Следующий видеосюжет поможет нам узнать их поближе. Взгляни на глобус, вот он, шар земной, на нем Башкирия с березовый листок величиной. Всего лишь навсего, не больше, обыкновенного листка. Береза же великая Россия, так зелена, так широка. Это стихотворение башкирского поэта Мустая Карима. А как будет памятник на башкирском? Хейкель. Первый звук слова произносится без звука х. 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 Давай попробуем. Хейкель. Хейкель. Харе. Харе. Хауа. Хауа. Афарин. Хейкель дур. Дур это большой. Давай попробуем произнести звук «в». Язык слегка прижимается передними зубами, и через образуемую щель проходит струя воздуха. Дур. Дур. Одон. Одон. Базар. Базар. Есть еще один звук, очень схожий с «в». Это межзубный глухой звук «ф». Мы его произносим примерно так же, но слегка щепеляво.
И этот звук встречается только в середине и в конце слова, поэтому заглавной буквы нет. Давай потренируемся. Афта, Афта. üfte, Это. Алло. Салям. Как сказать, что есть пространное от памятника? оң яғында. Хейкельде ун ягында. Оң яғында түгел, оң яғында. Оң. Ун. Чтобы произнести звук «н», нужно сомкнуть корень языка к мягкому небу. Давай попробуем. Ун, ун, Ун. Ун. тун, тун, Тун. Тун. тун, Тун. яна, яңы, Яна. Яна. яңы. Яна. Афарина Залия, у тебя очень хорошо получается. У нас остались еще два согласных звука, которые есть только в башкирском языке. Это звонкий «г» и глухой «к». В башкирском языке есть такая пословица, где есть и «к», и «г». Давай попробуем с тобой его повторить. Қара қарға ерге қонған. Карха. Қара қарға. Кара карха ерге кунхан. Еще раз. Кара карха ерге кунхан. Қара Кара қарға карха ерге ерге қонған. кунхан. Афарина Залия, у тебя очень хорошо получается. Итак, мы сегодня с вами познакомились со всеми специфическими звуками башкирского языка. Еще раз повторим согласные. Это х, хауа, небо, хейкель, памятник, харе, желтый, з, зур, большой, озон, длинный, базар, базар, рынок, с, оста, внизу, сте, наверху, н, ун, 10 для сравнения ун, правый. Яна горит, яңы новый. Говоря о гармонии звуков башкирского языка, нужно отметить, что рядом с широкими гласными согласные произносятся твердо, а рядом с узкими мягко. Например, бала – ребенок, беле – беда, ял – отдых, ель – жалко. Самостоятельно повторите звуки до тех пор, пока не добьетесь идеального произношения. Хау булага.